Мы рады вас приветствовать на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». И сегодня у нас будет очередной очень интересный выпуск. Но начнем мы с того, что вот у меня в руках находится вещь, которая знакома абсолютно каждому. Есть она у всех. Это смартфон. По нему мы держим связь с родными, близкими, сидим в соцсетях, но также делаем фотографии и снимаем видео. То есть вы снимаете видео на телефон, занимает это абсолютно практически никакого места, находится все либо в самом телефоне, либо в облачном хранилище. Ну и чтобы просмотреть отснятый материал, достаточно посмотреть на экран вашего смартфона. Ну а рядом со мной находятся, можно сказать, мастодонты киноиндустрии, телевидения. Это проектор на 35-миллиметровую пленку. Чуть позади находится проектор на 16-миллиметровую пленку. И мы с вами сейчас находимся в Национальном центре аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия. И не по обычному поводу, а, конечно же, как всегда, по прикладному. И сегодня я испытаю себя на себе роль реставратора и оцифровщика старой пленки. Причем пленка имеет ко мне достаточно близкое значение. Те, кто смотрит нашу телепередачу, наверное, помните сюжет про вывоз гаража, где я вывозил старые вещи. Это была такая целая эпопея. Очень много было разных вещей, в том числе и, конечно же, старые вещи нашей семьи. И среди этих вещей я нашел вот такие вот пленки. Тут они разные, находятся вот в таких вот защитных, если так можно сказать, коробках, боксах. И это пленки моего дедушки Дадоскинова Степана Егоровича. Он работал на телевидении, был радиоведущим и писателем. Ну и, конечно же, в первую очередь я задался вопросом, как можно узнать, что находится на этих пленках и как их можно оцифровать. Именно поэтому я обратился сюда. Мы начинаем. Испытано на себе. Первым делом вот эти пленки нужно зарегистрировать. И этим занимается Марина Сафроновна. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у нас есть пленка. Я особо в ней не разбираюсь, но здесь разного вида. Есть аудио, по-моему, пленка в том числе, и кинопленка. Вот это 16-миллиметровая кинопленка. Вы знаете здесь, что внутри есть? Я даже не знаю. Но вот на некоторых бобинах есть, по-моему, надписи, да, определяющие, скорее всего, что находится внутри. И там, по-моему, даже есть сценарий. В одной из бобин есть сценарий. Еще сценарий есть, да? Ага, хорошо. Мы сейчас вот эти кинопленки примем под расписку, оформим, давайте. Ага. Друзья, первым делом все материалы, которые поступают в этот центр, они регистрируются, да? Да. Регистрируются, и затем уже с ними идет дальнейшая работа. Помимо, зависит от важности, да, от важности пленки. Если на кинопленке, которую вы принесли, есть знаменитые люди, какие-то интересные события, которые связаны именно с историей республики, то они далее еще и принимаются на государственное хранение. Но я так понял, что вы можете даже принимать на оцифровку просто обычные видеокассеты ВХС, например. Да. К нам люди приходят, приносят то, что снято раньше. Они не знают, что внутри. Поэтому мы здесь смотрим сначала, и вот оцифровка 1 на 1 называется. Да, это на платной основе. Когда мы смотрим внутри, иногда бывают очень интересные материалы, тогда мы просим у них, чтобы они сдали нам. Ага, после этого вот им даем на электронном варианте, на хард-диске или в диске самом, да? А сам носитель вы принимаете на хранение? Ага, ну, в основном мы принимаем вот оригинал тоже у себя и берем на электронном варианте. Наши эксперты потом посмотрят вот это, что означает, пишут протоколы, потом государственным номером тоже отправляют сюда, мы акт составляем и с ними по акту принимаем на государственное хранение. Ага. Сейчас мне номер телефона подскажите, пожалуйста. Так, 8 914. Сейчас, друзья, я подписываю расписку, согласно которой я передаю на временное хранение вот эти вот кинодокументы, видео и аудиопленку.
Далее, что будет с этой пленкой? Сейчас мы вот этими документами пойдем в фильмы провершись. Анолия Анатольевна, она будет вам скажет, какие материалы нужные, ненужные. И только у нее будем узнавать. А пока вот эти материалы все будут лежать на карантине на неделю и на увлажнение. То есть через неделю мы можем уже продолжить работу? Да, с ней будете работать. Так, давайте я вам помогу. Все. Пойдемте. — 35-миллиметровой кинопленки и магнитная лента. Друзья, ну что, сейчас я думаю, что первый шаг к оцифровке пленки – это, конечно же, подготовка. Пленка, она имеет такую, как сказать, ну, физически, да, она очень как физически ощущается. Это не облачное хранилище, это не дискета, не компакт-диск. Это все в аналоге. Но я думаю, что объяснять много не нужно. В общем, нужно ее привести в порядок. Именно этим занимается Алена Анатольевна. Алена Анатольевна, как называется ваша профессия, ваша должность? У меня профессия называется фильмопроверщица. Как таковой профессии нет, нигде не учат. Это раньше в 90-х, оказывается, кинопрокат же был. И там работали вот в кинотеатрах, которые фильмы же возили. И там были в кинопрокате целый цех фильмопроверщиц. С улусов они в улусы отправляли эти фильмы, которые, они же испорченные, поврежденные приходят. И они вот склеивали, там размагничивали, протирали, тут же пыль, все это, ну, испорченные, они там ремонтировали. И потом отправляли. И в каждых вот в кинотеатрах, которые... Вот такой вот технический паспорт есть. Вот, например, фильм «Февральский ветер». Это 35-миллиметровый. И вот. Друзья, ну это такой достаточно, смотрите, какой технический паспорт. Действительно, здесь первая запись 25 января 1982 года. Это впервые, получается, была она показана. И последняя запись 8 ноября 1922 года. Несложно посчитать, что это 40 лет. Правильно? Вообще вот это называется монтажный стол, да? Это монтажный стол, да. К сожалению, у нас вот так работаем. Ну, организация-то маленькая, небольшая, и на монтажном столе работаем. А на чем еще можно работать? Ну, в больших этих, ну, в Красногорске, например, да, там у них же целый Комплекс. Цех. Комплекс, да, у них специальные, там специально промывают вот эти кинопленки, специально. А мы-то, у нас все вручную. Ну и надо сказать, друзья, то, что ну, вот перед съемками общались, вот на таких столах раньше монтировали все фильмы, видеопередачи, телепередачи, которые далее шли в эфир. Здесь вы можете видеть, соответственно, две бобины, да, на которые вставляется пленка. И вот здесь есть просмотровое окно, оно, если я не ошибаюсь, светится. А этот аппарат, он подрезает пленку, да? Вот это пресс называется, склеечный. То есть, чтобы посмотреть кадр, можно достаточно его положить на окошко, да? Обеспыливаем пленку. У меня это спирт. Спиртом. Это чистый спирт, да? Чистый спирт. И теперь у меня там педали. Педали. Ничего себе. Педали. Вот если рвется, там уже... Пленка может и порваться, да? Да, и может и порваться. Но в вашем случае хорошо сохранилось. Они, видимо, в холодном месте ложили. Хотя пленки, вижу, 70-х годов было.
Но пленка хранилась, я бы не сказал, что в специальных условиях. да. Это обычный холодный гараж, но, скорее всего, так как летом все равно жарко становится да. внутри гаража, она как-то лежала немножко вдали. Прямо практически в дальнем углу как-то получилось. Скорее всего, там было прохладно, не было жарко, ну а зимой, соответственно, сильные минусовые температуры не боится пленка, да? Не боится. Больше боится жару, да? Жару. Так в жару оно пересыхает. И быстро ломкое ломкое становится. Ага. Потом склеивать трудно. Много склеек, и когда на аппаратуре перекатывают, там уже трудно. Пыль, да, от пленки идет. Может, сами попробуйте? Да, с удовольствием, с огромным удовольствием. Давай, пробуй. Так. Ой, осторожно. Я вот никогда видел, да, вот старые вот бобины, но никогда с ними как бы дела не имел, не прикасался. Так, тут две педали. Это газ и тормоз, Это да? газ и тормоз. Ага. Как на коробке автомат. Да. Так, нужно что-то придерживать, наверное, да? Сейчас. Придерживайте вот тут. Здесь. А тут вот пленку. Не сильно, чтобы, да, но чувствовались, чтобы эти... Ну, давайте. Нажмите. Так. Еще. Можете газануть? Еще. Ага, газануть. Чувствительные, да? Ага, чувствительные. Я по первости вообще много себе эти руки резала. Они же острые, пленка, да? Потом только научилась. Это еще и получается немножко травматично получается, Да. да, профессия? Ага. Тормоз. Тормоз. Ага, вот. Вот так. Скажите, а вот это называется пресс, Это на ней пресс. можно еще склеивать, наверное? Склеивать, ага. То есть это вся машинка, она получается... вот скотч, да? Смотрите. Это раньше называлась липкая лента. Это советских времен у нас припасенные. А сейчас же эти скотчи. Такие вот. Нет, это вот. А это еще с советских времен? Вот это... Ага, у нас припасенные. Ничего себе. Все очень аутентично получается. Вот сейчас нынешние Вот этот такими скотчем, да? скотч. Тонкий скотч. Они даже, видите, тонкие, тоньше, вот, чем эти. Получается, один кусок пленки с этой стороны, да? С этой, потом... А давайте я вам покажу тут этот. Или сами можете. Давайте попробуем. Ага, попробуйте. Можно, да? Я... Можно, конечно. Вот здесь, вот, где этих изображений нет, Ага. можете. Так, его надо порезать, да, сначала? Или... Ага, нет, вот у него эти же здесь- дырки. Друзья, обратите внимание, здесь есть специальные дырочки, вот такие штырьки, которые... Перфорация. Мгм. Перфорация, вот у вас перфорация, да, на кинопленке. И надо на нее И натянуть. надо на них, ага, чтоб Ой. Попасть на звездочку. попасть. Ага. Это пересохла пленка, поэтому. Мгм. И вот режете, например. Режем. режете. Вот здесь Ага. режется. Видите, ровно оно по кадру. попадает, по кадрам попадает. Смотрите, да, вот это кадр. пресс на 16-миллиметровый, вот это, да. Так вот, А теперь вынимаем, теперь склеиваем. теперь склеиваем. Так, затем так. А теперь скотчем вот сюда, наверх. Повыше. Вот Ну вот до сюда, сюда. положите. Так. Ага. Хорошенько вот так Прижимаем. прижимаем. Возьмите. И потом сюда вот режете. И с той И- стороны. Теперь переворачиваем. Со второй стороны. У нас перфорация только с одной стороны, Поэтому переворачиваем. поэтому, да, переворачиваем. Ага, это убираем, да? Второе. Сюда. Так. И вот так.
В целом, получается, склейки практически не будет видно, да? На финальной части. Так, и также И отрезаем. также отрезаем. Вот. Ювелирная работа тоже, да. Каждый кадрик же этот жалко становится. Конечно. И склеивать тоже. Потом будет перескок, да? Да. Ага, Всё. далее. А теперь нажимайте А, мы делаем перфорацию. перфорацию, Вот да. это. Просто нажимаем Ага, резко. нажимай резко. Нажимай. Так, сейчас вынимаешь. И вот лезвием Почти. через вот этот, ой, Ага. чистишь. Так, где? Не вижу лезвие. Так, Вот. где оно? Ух ты. Чистишь перфорацию, чтоб как эти соседние были. Убираешь лишние. Так, убираем. Вот эти штучки, да? Тут лезвие я много пользуюсь. Оно уже Ой, чуть-чуть. тупеет потом. Чуть край подорвал. Так. Хорошо, что здесь просто черный экран, да? Да. Так. Или лучше отсюда, с этой стороны. Но целое дело там. Надо, чтобы все было хорошо, чтобы оно хорошо перезаписывалось. Надо увлажнять, тут чистить, склеивать. Так. Оно потом вот этих остается, где эти, когда перематываешь вот эти, Клейкая часть? клейкая часть остается, и это тянется потом. А, то Тянет есть ее надо пленку, полностью да. вычистить. Ну а в целом вот липкая лента из советских времен, да, и скотч, они как бы взаимозаменяемы? То есть Ну, нормально? ага, наверное, думаю, да. В принципе, принцип один и тот же. да? Так, в Просто. целом вроде... Я уже научилась через это. А, на ощупь? Да, научилась. Еще почистить? Или нормально? Нормально сойдет. Нормально, да? Ага. Хорошо. В целом вот такой вот функциональный прибор получается для склеивания, для резки пленки. Так, это надо намотать обратно, да? Это у нас, ага, мы намотали на конец. Сейчас, чтобы они на перезаписи, чтобы было сначала, мы ее обратно наматываем. А теперь еще на бобину. А, вот на такой бобин. да? Снимаем. Снимаем. А бывает так, что вот чих, и все распушилось, Да, разлетелось. да, бывает. Еще конусом вот так бывает. Ага, вообще долгое дело. Так, давайте помогу. Это... Ой, А теперь мы берем бобину. Тут 600 метров вмещается может 600 метров. вмещаться, да. Вот уже более такая надежная, да? Так, и... И вот А, ну нужно сюда его вставить, да? вставить, Далеко надо вставлять? Или да, чтобы она... чтобы она обратно не сползала. Можно как бы вот так, да? И потом И потом, выкручиваю в эту сторону. да, Так, так. Получилось, нет? получилось. Ага. Теперь... Теперь тоже на газ, а вот эту сторону тоже Придерживаем. руками придерживайте. Ага. Фильмопроверщик. А, мы же это еще тряпочку забыли. Со спинкой. А, Да. еще. Да. Так. Теперь мы тоже заново. А, я здесь зря держал сейчас диск, он же должен крутиться свободно же, да? Вы просто немножко пленку придерживаете, чтобы он... Так, берем. Так, одной рукой и одной рукой здесь. Вот так, немножко, да. Это им надо... Ага, хорошо.
Скорость нормальная, да? Или быстро? Нормально? Нормально. Ну, если боитесь, чтобы оно не порвалось, можно помедленнее. А то, что диск не крутится, ничего, да? Это ничего ничего. страшного. Оно само тянет же пленку, видите? Получается, пленку на 2 раза сейчас мы спиртом протерли. Да. С конца до начала и с начала в конец, например. Да, ну, чтобы было это готово это, к перезаписи, например. И вот титры, например, этот параллельно смотришь, останавливаешься, что, какие кадры там есть. Например, я же не знаю, что принесли. Там что есть, То останавливаешь, есть, например, вот так смотришь. Ага. останавливаем. Ага. И берите лупу, посмотрите, какой там этот, какое изображение. Так. Что есть там. Так, надо как будто человек у кровати или у костра. Это сложно, кстати, определить, да, иногда бывает. С негатива перезаписывать вообще хорошо, оно еще этот качественнее получается на 16-миллиметровой. Друзья, но сейчас мы немножко прервемся. Хотелось вам показать вот один из залов кинохранилища Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия. Здесь, как вы видите, вот похожие коробочки, которые я принес, да, здесь находятся внутри кинопленка, различные ценные кадры, исторические съемки, в общем, все, что несет ценность для истории нашей республики. И здесь поддерживается определенная температура и влажность. И периодически каждая пленка, она также перематывается, увлажняется, чистится. В общем, все это содержится всегда в надлежащем виде, чтобы как можно дольше сохранить ее вот в таком первозданном состоянии. Друзья, после того, как пленка увлажнена, сделан визуальный осмотр, сделаны склейки, то есть она была отреставрирована. Далее она попадает в руки к техникум, в технический отдел. Познакомьтесь, Семен. Здравствуйте. Здравствуйте. Семен, расскажите про вашу работу, про ваши должностные обязанности, если так можно сказать. После реставрации мы тут делаем осмотр. Аппарат называется «Украина». И после зарядки на экране, после этого, делаем как бы оцифровку это потом, после осмотра. После осмотра. То есть перед тем, как делать оцифровку, нужно понять, что находится на пленке и так далее, да? Я так понимаю, сейчас, друзья, у меня есть уникальная возможность заправить пленку в этот кинопроектор. Здесь, так, тут даже есть схема, да? Схема. Я думаю, сейчас я попробую по схеме разобраться. Если вдруг что-то неправильно, то Семен подскажет. Так. Сверху. Вижу, что 3 ролика идут у нас вот так. Просто вставляю туда, да? Там зубья с одной стороны. То есть перфорация с одной стороны. А, надо попасть в нее, да? Да. Так, потом Теперь петля. петля вот Тяни наверх, тяни. наверх надо? Да. Так, а тут... Петля надо сделать. Вот такую? Ага, вот, все, стоп. Ничего себе, смотрите. Так, теперь на кадр идем. Так, идем на кадр. Она как-то продевается, да? Это молодец. Ага, вот Нажимаем сюда. так. Ага. И потихоньку Закрываем. закрывай. Ух ты. И все. Так, Это идем можно дальше. чуть-чуть подтянуть. Так, следующая часть у нас Идем дальше. выходит вот на этот ролик, да? Ага. Это можно И не сюда. обратно. Так, немножко. Ой, прямо очень волнительно, потому что пленка древняя. Так. Переходим на... Вот сюда. сюда. Это нажимаем вверх. Ух ты. Ну, я бы точно по схеме не разобрался. Тут нужен, конечно, опыт. Это стабилизатор даже. Вставляем, да? Ага, вот так. Мгм. Так, теперь Так, вот сюда. вот
Зашла? Как-то вышел вроде, да. Теперь вот сюда, стабилизатор. Стабилизатор. Как ролик-натяжитель, да? Так. Вообще, наверное, профессионалы очень быстро это делают, да? Да, быстро. Чик-чик, и все. Школьники даже. Я вспомнил, где я видел эту такую, ну не такую схему, но похожую это на автомобили. Там тоже есть схема, но не такая сложная. Так, дальше она идет вот под этот. Вот сюда. Так, еще нам нужна пленка немножко. Идет вот так, так, потом вот сюда, да? Правильно, правильно. Так, и вот под низ, да? Так, теперь. Так. Да, ну и конец там сзади. Так, конец куда? Вот сюда. А, вот здесь. Надо оттянуть, да, немножко? Немножко вот так. Ага. И вот сюда. Наверх. Сверху? А, сверху. Да, да, сверху. Так, лучше, наверное, сверху сначала. И вот так, да? Ага. Так. Так. Это да. Так, теперь проверяем. О, петли надо здесь. Сюда. Вот так. Сверху надо еще немножко. Подать, да? Петлю побольше надо сделать, да? Немного. Стоп. Вот это так, ребята. И теперь проверяем. Ходят или не ходят. Ну, все. Идет, да? Да, вроде А вот это что такое? зарядка окончена. О, что само двигается. Так. Все работает, да? Все правильно? Ну, да. И сейчас мы можем посмотреть, Да, что, да, да. что же на нашей пленке. Уже можем пустить. Это Двигатель. пленка на 16 миллиметров. 16 миллиметров. Так, этот проектор нам дает возможность посмотреть пленку 16-миллиметровую. И сейчас, я думаю, что, можно сказать, впервые, ну, я вообще в первый раз увижу сейчас то, что было на пленке, которая лежала много-много лет в гараже. Что нужно сделать? Нажимаем сюда. Ага. Вот так. Это что такое? Это двигатель. Электродвигатель. Так, нажимай. Вот Ага. так. Так. Теперь смотри. Раз, два. Два положения. Нажимаешь, да? Нажимай. Так. И крутим. Так, держи. Держу. Так. Потихоньку пусти. Это как сцепление? Ага, да. Пусти. Потихоньку Пусти. опускаем. Ага. И все. Вау! Пошло. Ничего себе! Смотрите. Он сам оператором был, да? По-моему, сценарий, если я не ошибаюсь, сценаристом, скорее всего. И потом останавливаем, да? Не, сейчас. Друзья, ну а следующий отдел, в который мы попадаем, называется отдел экспертизы. Гаврил, специалист этого отдела. Здравствуйте. Гаврил, скажите, вот сейчас я бы увидел эти кадры на том именно кинопроекторе, да, то есть очень интересно, когда вот пленка, которая лежит очень долго, да, то есть она и оживает прямо на твоих глазах. После того, как пленка попадает, да, сюда, в этот центр, как именно ваш отдел взаимодействует с ней? Ну, сначала это на временное хранение идет, потом технический отдел делает оцифровку с кинопленки, переносит на DVD-диски, потом только вот к нам попадает в наш отдел. Это рабочие копии называется. И после этого идет экспертиза уже кинодокумента. Это экспертиза кинодокумента, это первичное описание сначала идет, потом это отбор на государственное хранение с определением ценности. У нас 3 категории ценности. Ценные, особо ценные и уникальные материалы. И у нас есть вот специальная форма протокола, и по этому протоколу мы делаем уже описание. То есть получается, что вся вот пленка, которую я принес, да, она будет оцифрована. Ну, я так понимаю, что у вас очень много работы, да, то есть это достаточно длительный такой процесс. Но затем он попадает к вам на DVD-дисках, и вы уже полностью просматриваете, вы должны узнать, кто, какой Кто человек. там выступает, где год, все надо.
И получается, вы вот так вот на этом экране, это вот вы сейчас просматриваете какой-то Да. фильм, да? Видео. Этот семинар, посвященный подготовке к проведению Якутского национального праздника Сыхалонхо в Горном Улусе. Ух ты. 2009 года материал. Ну, он, наверное, с пленки ВХС, да? ВХС. Уже более-менее современная, более современная. Низкой на пленке. часть. Ага. Друзья, ну а сейчас мы с вами попадем в один очень тоже интересный отдел. Давайте познакомимся с экспертом Анна. Можно сказать, что она самый главный хранитель, да, центра. И вот, Анна, что находится в этих шкафах? Здравствуйте, у нас, это у нас хранилище, называется хранилище, да? Здесь у нас хранятся наши вот диски. Уже в цифровом Визуальные формате, документы. оцифрованные? Да, уже оцифрованные, уже готовые. И я правильно понимаю, что основное хранилище, вот, где мы показывали совсем недавно, там, где поддерживается оптимальная температура, влажность, Да, это вот всё у нас оригиналы это хранятся. соблюдается. И все это дублируется вот здесь, в этих шкафах, на цифровом носителе. Да, у нас делаются страховые копии, а также, есть оригиналы, и на них страховые копии. Вот здесь, можете здесь посмотреть. Вот, друзья, обратите внимание, DVD-диски, на которых все полностью прописаны те же самые материалы оцифрованные, которые хранятся в основном хранилище. И я правильно понимаю, что вот эти номера, они совпадают, соответственно, с пленками, Да, которые... да, они все совпадают, они все заносятся в книгу учета, и по ним мы находим эти диски. Я так понимаю, что если, допустим, кто-то хочет просмотреть какие-либо документы, он может подойти, и вы ему выдаете именно вот такую Да. цифровую копию. Да, все верно. Друзья, ну что, мы продолжаем знакомство с центром. Рядом со мной находится Николай, специалист технического отдела. И надо отметить, что в тех пленках, в том числе, да, которые я обнаружил в гараже, находилась также аудиопленка. Но, к сожалению, она достаточно старая. Да? Получается, что даже нет возможности как-то ее прослушать, оцифровать. Но, тем не менее, здесь в центре есть достаточно древний, я бы сказал, да, агрегат. Вот обратите внимание, я думаю, что те, кто старше скольки? 40-50? Наверное, скорее всего, да. Где-то вот так вот, люди старшего уже возраста помнят, знают, что это такое. Это, так сказать, современный, в современном языке это как музыкальный стриминговый сервис, а раньше это все выглядело вот таким вот образом. То есть у нас находится две бобины, да, две бобины. Давайте сразу, наверное, может быть, попробуем прослушать, что с лентой сперва сюда. Ага. Я так понимаю, что эта пленка не особо такая ценная, да? То есть поэтому доверили мне это сделать. Так, на левую часть пишем. Это сюда, да? Да. Ну, надо сказать, что я тоже не молодой человек, но я вот с такой техникой не встречался даже в детстве. У нас как-то сразу все пошло с аудиокассет. И наматываем сюда. Ага, так, это на свободном, да, порядке? Да. Сперва просто посюда. Сюда? Прям? Сперва, да. Так. В дырочку. Надо или в эту, да? Да, либо вот. Так, как она вставляется? Вот так просто? Не-не-не. Воткнуть? Вот так вот воткнуть надо. Ага. То есть раньше, чтобы послушать любимую композицию, песню, музыку, да, то есть даже не перематывались аудиокассеты, а нужно было вот такие вот манипуляции произвести. Сложновато, конечно. Но что не сделаешь ради музыки. Сколько вот примерно на этой пленке минут? Где-то минут музыкальных? 15, наверное. Всего, да? Да, либо 20. Да. По-разному бывает. От скорости записи еще зависит. Ага, так вот подматываем и соответственно, сюда. да? Угу. Так, здесь у нас, правильно? Нет. Сверху этого? Сейчас. Ага. Потом, где оно там? Да, просто. И все, да? Все. Включаем. Смотрите, включи. Сейчас. Лампочки загорелись. Тут еще не знаем, какая скорость. Опа. Проигрывание, да? Да, ага. Бывают разные. Могут и Так, а звук откуда идет? не включиться. Так, от микшера, компьютера. Ну, я вижу, что дальше. сигнал есть. какой-то. Да, вроде бы есть, но что-то не выходит.
А это левый, это правый канал, да? Ага, сейчас подвесить-ка. И обнули его как раз. Обнулить, да? Да, посмотрим, сколько. Друзья, обратите внимание, вот прям как на спидометрах машин из 90-х годов, да, вот здесь есть такой вот счетчик. Это счетчик метров, да, или Да, ага. он даже не обнуляется, прям как на моей машине? Сколько метров в одной бобине. Там полностью Сильнее до конца. надо, да? Да, сильнее. Вот. Всё. Все, обнулилось. Мгм. Вот сюда Да, плей, да, типа? ага. Противочасовой. Ага, вот так. Ух! Телефон мешает. Вот. Алло, алло, говорит. как бы. Наш опокойник нам еще живет. Точка. Все, точка сказал, что увеличил. Возможно, что это даже не перевернутая пленка, все правильно, просто качество звука не очень хорошее. Да? Да, ага, походу. А вы также обрабатываете звук, улучшаете? Сейчас попробуем, конечно, но получится, не получится, всякое бывает. Ну, там. Иногда бывает то, что невозможно даже... Слишком Да. плохое качество. Мгм. Алло, алло же говорит. По-моему, да. ага. Кто-то балуется, наверное, с этим, с магнитофоном, наверное. Друзья, ну пока Николай работает над звуком, я бы хотел, вот прям вижу несколько вещей, я думаю, будет интересно, вот что я из этого знаю, да. Я вот знаком с видеомагнитофоном, да, то есть это я знаю, что сюда вставляется видеокассета, сколько было фильмов просмотрено, ну это известно всем, это DVD-плеер, это что-то уже из профессиональной части, Петр, наверное, знает, это что? HDV, это уже DVCam. видео, DVCam. DVCam. Там DVD. DVD RV. Это записывающий на DVD-диски рекордер. Да. Так, это тоже DVCam. Там я вижу. Ну а также в техническом отделе находится вот только буквально недавно поступившее сюда оборудование. И причем, я думаю, все, кто смотрел раньше аналоговое телевидение, да, это, наверное, абсолютное большинство, да, наших телезрителей, все и помнят эти времена, когда изображение немного иногда сыпалось. Все это был аналоговый сигнал. Так вот, вот это оборудование было передано, тогда эта компания называлась ТЦТР, она занималась полностью аналоговым вещанием на всю республику, ну а сейчас называется Arctic Telecom. И, соответственно, вот именно на этом оборудовании в том числе, да, происходил монтаж телепередач и всего того, что выходило в эфир в аналоговом формате. Ну а сейчас это передали в Центр аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия. И я думаю, что она еще послужит верой и правдой для того, чтобы оцифровывать старые пленки. Как будто два ребенка. Да, два ребенка там. Ага. Во-первых, такое ощущение, что дети балуются с микрофоном, да, то есть на этой пленке. В целом, друзья, все это касается вот именно вот таких вот архивов, да, архивных записей. Мы сейчас с вами слушаем оцифрованную запись голоса ребенка. Возможно, это уже взрослый человек, у него уже есть у самого дети, допустим, да. А мы сегодня здесь, в этом центре, оцифровали его, и есть возможность даже немножко почистить звук, да, улучшить запись, да, и также это все передать в архив. Ну, я уже не говорю про
эту видеопленку, которую мы сегодня с вами отдали на оцифровку. Ну что, друзья, для нас будет это несколько дней, достаточно такой длительный период, ну а для вас буквально несколько секунд. И я предлагаю посмотреть небольшую нарезку, наверное, да, кадров, которые получились после оцифровки тех материалов, которые я привез, грубо говоря, из гаража. Ну что, приятного просмотра. И это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия-24. Испытано на себе.